А борт плескались волны. Их неумолчный шум настраивает на раздумье. Это верно. Гульшигида и ее друзья сперва решили было пройтись по местам молодости Абузара Гиреевича. Но потом маршрут показался им слишком длинным. Они остановятся только в Чешме, поживут несколько дней, а дальше их путь изменится. Такова жизнь. Она непрерывно чертит новые и новые круги. Ведь и у Гульшигиды, и у Мансура, у Юмадши и Деляфрус у каждого есть своя чешма. Для Гульшигиды, например, это Акьяр, Юмадша мечтает о Башкирии. Может быть, где-то в будущем пути всех четверых сольются, в чем-то совпадут. Но если и наступит это время, то не скоро. Молодость не торопится причалить к постоянной пристани. В молодости человеку кажется, что плавание его в этом мире бесконечное. Но по каким бы путям ни шли все четверо, их всегда будет связывать общее дело. На рассвете Гульшигида проснулась от звуков странной музыки. Они были удивительно близки и знакомы ей, и в то же время спросонья она не сразу поняла их, а музыка звучала все громче, все настойчивей. На ночь они с Мансуром оставили окна каюты незакрытыми, чтобы малышу не было душно. Гульшигида неожиданно вздрогнула, подняла голову. Это же играют на гармошке песню «Акьяр». Она тихонечко поднялась с постели. Ребенок спит, не шелохнется, щечки порозовели во сне. И Мансур не проснулся. Гульшигида поверх халата набросила на плечи шерстяной платок, неслышно вышла из каюты на палубу. Какие красивые берега! Кама! Под луной видны то зеленые поймы, то кустарники и деревья, то крутые обрывы. Над волной плывет жидкий розовый туман. Повеял освежающий ветерок, и нет тумана. Здесь, на воздухе, звуки гармоники слышны еще отчетливей. Они доносятся со второй палубы. Кто может играть Акьяр, да еще в такой час? Неудумевала Гульшигида. Она спустилась вниз, прошла несколько шагов, изумленно остановилась. Бывают же такие встречи. На гармонии играла Асия. Она одиноко сидела на скамейке и, словно в забытии, закрыла глаза, припала щекой к гармонике, даже не услыхала шагов Гульшигиды. «Асия!» – тихо позвала Гульшигида, подойдя вплотную. Девушка вздрогнула от неожиданности, затем тихо вскрикнула. Гульшигида обняла ее за плечи, села рядом. Асия тут же уткнулась ей в грудь и заплакала.